Александр Сергеевич, здравствуйте. Текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике. Доброе утро. Ситуация по республике остается достаточно напряженной. У нас за последние сутки 91 новый случай. Это очень много, это максимум за последние 2 недели. Но при этом, если по городу Якутску 70 новых случаев, это почти вот как позавчера. И это показатель вот последних как раз 10 дней по городу Якутску, от 60 до 70 заболевших. То вот по районам республики у нас 21 новый случай. Из них 4 случая в Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Салданском районах, и в ряде районов вот единичные случаи. Это говорит о том, что все-таки болезнь у нас сегодня по ряду районов появилась, и она распространяется. При этом те меры, которые оперативные штабы на местах принимают, на мой взгляд, они достаточно всеобъемлющие и должны привести к положительным результатам. Вместе с тем, конечно же, режим ограничительных мер на местах тоже должен и муниципалитетами вводиться, но и люди должны соблюдать, особенности в малых населенных пунктах. Вот по салбанцам нам удалось на сегодняшний день ситуацию полностью взять под контроль. Болезнь локализована, осталось несколько больных. За последние 10 с лишним дней уже ни одного больного нового не зафиксировано, поэтому по представлению главного санитарного врача я принял решение, и сегодня выйдет указ об отмене режима карантина по селу Салбанцы Нанского улуса. Считаю также, что сегодня необходимо очень серьезно всем жителям республики, конечно, посмотреть на соблюдение ограничительных мер не только с точки зрения ношения маски, что само по себе обязательно, да, но просто по соблюдению элементарных гигиенических требований. То есть постоянно мыть руки, обрабатывать руки антисептиком, пользование посудой и так далее. Вот это все должно быть очень четко все-таки выдержано. Потому что, к сожалению, к большому сожалению, на сегодняшний день могу сказать, что порядка 60 с лишним процентов заболевших – это внутрисемейные контакты. Это родители, дети. И вот как раз внутрисемейные контакты, которые происходят, они приводят к тому, что заражаются. Причем заражаются вот не только дети и родители, например, но и взрослое наше пожилое уже население, дедушки, бабушки. Есть семьи, в которых по 7-8 человек вот сейчас заболевших. Вот это, еще раз говорю, говорит в том числе и несоблюдении тех правил, которые люди должны, санитарных, которые должны соблюдать дома. Поэтому я прошу жителей республики, в особенности в тех районах, где у нас напряженная эпидситуация, вот эти меры необходимо все очень четко выдерживать. На сегодняшний день у нас количество выздоровевших уже порядка 65%. Это хороший показатель. За последние сутки выздоровело 133 человека. И вместе с тем 25 человек у нас находятся в крайне тяжелом состоянии, из них 5 на аппаратах ИВЛ. Это говорит о том, что вот угроза для здоровья, она для болеющих этой болезнью никуда не проходит. Поэтому прошу всех и себя оберегать, и своих родных и близких, в целом соблюдать те меры ограничений, которые у нас по ряду районов действуют. Это очень важно. Как раз вот в эти дни, мы считаем, мы должны достичь все-таки коренного перелома в ситуации и по городу Якутску, и по другим районам, остановить распространение этой болезни. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией об эпидемиологической обстановке в регионе на 11 часов 17 июня. Оставайтесь с нами. Жизнь иногда испытывает нас на прочность, подготавливая все новые и новые испытания. Выдержим ли мы удар за ударом или сдадимся? Ведь жизнь — это игра. Главное понять, что в одиночку ее не выиграть. Это командная игра.